Сенат США одобрил законопроект, предусматривающий применение санкций в отношении китайских чиновников в связи с репрессивной политикой в отношении уйгуров. Законопроект, представленный в Сенат по инициативе сенатора-республиканца Марко Рубио, был единогласно одобрен Сенатом. Согласно законопроекту, санкции коснутся некоторых китайских чиновников, ответственных за давление на президента США, уйгуров и других мусульман Восточного Туркестана. Кроме того, в проекте содержится просьба Госдепартамента США подготовить отчет о нарушениях прав человека в уйгурском регионе. Впервые этот законопроект был принят в ноябре 2019 года. В свою очередь, Палата представителей внесла некоторые изменения и направила законопроект в Сенат в декабре 2019 года. Во многих частях мира мусульмане проводят месяц Рамадан в условиях войны, угнетений и изгнания. Одним из народов, находящихся в тяжелом положении, являются уйгуры в Восточном Туркестане. С наступлением месяца Рамадан Коммунистическая партия Китая увеличила давление на местных жителей. Свыше 2 миллионов уйгуров находятся в концентрационных лагерях. Число заключенных растет с каждым днем. Согласно указу Коммунистической партии, во время Рамадана запрещается поститься, читать Коран, посещать мечеть, молиться, покупать и продавать халяльные продукты питания. Китайский режим также ввел запрет на покрывание головы и тела для мусульманских женщин и объявил, что не выполнивших требования ожидает тяжелое наказание. Тысячи уйгурских детей, которых разлучили с родителями, передаются китайским семьям из внутренних провинций. Уйгуры и другие мусульмане пытаются провести этот месяц согласно Корану, несмотря на давление коммунистов. В ответ на обвинение в распространении коронавируса, Китай заявил, что вирус может появиться в любое время и в любой точке мира. В заявлении Министерства иностранных дел Китая указывается, что Китай невиновен и является жертвой эпидемии так же, как и другие страны. Было отмечено, что появление первого инцидента с COVID-19 в Ухане не означает, что город является центром эпидемии. Представитель Китая заявил, что Пекин не боится проверки независимой международной следственной группы. В начале месяца Дональд Трамп и Майк Помпео заявили, что COVID-19 распространился из лаборатории города Ухань. Во время пресс-конференции в Белом доме, которая прошла 27 апреля, Трамп отметил, что США могут потребовать от Китая компенсации. Падение обломков ракет на деревне, расположенной на берегу Слоновой Кости, вызвало обеспокоенность руководства Кот-д'Ивуара. Согласно сообщениям китайских СМИ, контроль над базовым слоем ракеты Long March 5B, запущенной 5 мая, был потерян 3 дня назад. Часть обломков длиной в 30 и диаметром в 5 метров упали в Атлантический океан, а другие на деревни центральных районов Кот-д'Ивуара. Местные жители сообщили, что услышали шум взрыва и испытали шок, увидев падающие куски металла длиной в 12 метров. Утверждается, что после подсчета ущерба Китай понесет ответственность за данный инцидент. Президент США сообщил, что в скором времени выступит с заявлением относительно Всемирной организации здравоохранения, выделение средств для которой было прекращено в связи с эпидемией COVID-19. Отметив, что его не устраивают действия Всемирной организации здравоохранения и Всемирной торговой организации, Трамп сказал, что выступит с заявлением на следующей неделе.